После строительства моста реально очень много предпринимателей обанкротится. Вот я опубликовал статью на ekt.ru, но все равно очень много людей почему-то не понимают или не хотят понимать. И вот я бы хотел дать конкретные факты, почему это случится и как к этому подготовиться. Сейчас я буду приводить конкретные факты, примеры развития бизнеса в центральных городах России и на Западе. После строительства моста приедут очень много федеральных сетей. Это продуктовые магазины и строительные магазины. Федеральная сеть «Пятерочка» каждый год открывает по 2000 магазинов. Это продуктовая сеть. Например, из строительных магазинов Leroy Merlin уже находится в Иркутске. То есть они уже в Сибири. При этом Восточная Сибирь очень близко к Дальнему Востоку. То есть строительный рынок, строительные магазины это тоже очень сильно коснется. И почему-то многие говорят, что наш маленький рынок Якутск не интересен таким большим корпорациям. Что у нас рынок слишком маленький. Но продуктовый рынок это не маленький рынок. Ну, это как можно посчитать? Да, вот в Якутске примерно 350 тысяч жителей, плюс-минус. В семьях это примерно 100 тысяч семей. Одна семья тратит на продукты в месяц примерно плюс-минус 30 тысяч. 100 тысяч умножаем на 30 тысяч, это 3 миллиарда. 3 миллиарда каждый месяц тратится на продуктовые магазины. 3 миллиарда каждый месяц. В год это почти 36 миллиардов в год. И, конечно, этот рынок не маленький, он интересен федеральным сетям. Например, вот если даже посмотреть в других городах, да, вот я, например, с женой был в Шерегеше, это горнолыжный курорт. Шерегеш, население 10 тысяч, там есть федеральная сеть «Пятерочка». Это очень большая федеральная сеть, она уже находится в Сибири. Это Шерегеш один пример. Они есть во многих городах Центральной России с населением 5 тысяч. Они уже есть в таких городках маленьких. А Якутск население 300 тысяч. Они уже есть в Сибири, и они уже почти приехали на Дальний Восток. А при этом их останавливает не только мост. Их останавливают большие логистические центры. Это очень большие склады. Большие склады с размером почти целый город. Они в каждом из федеральных округов строят такие склады и сразу захватывают все ближайшие города. Поначалу, например, они открылись в Москве и захватили все центральные города. Потом построили такие склады около Питера и захватили все северные города. Потом около Краснодара захватили все кавказские и южные города. Потом на Урале, потом около Новосибирска и захватили весь Сибирь. Что мешает открыться у нас в Якутске? Конечно, в Якутске они не будут строить такие склады. Они построят где-то около Читы или Хабаровска, и оттуда буквально за 3-5 лет уже захватят все города Дальнего Востока. В Сибири они уже есть. Скоро построят на Дальнем Востоке. При этом даже после строительства, конечно, им будет мешать мост. И пока мост это как защита, щит. Пока он нас будет защищать. Но когда мост построится, они с этого склада около 4 Хабаровска уже смогут доставить за 24 часа. Очень быстро будут доставлять. Такая схема работы, она присуща не только для федеральных сетей России. Вот поначалу так было устроено в Америке. В Америке вот развивались большие федеральные сети американские, и они сейчас находятся даже в маленьких городках с населением 2000 человек. Даже в маленьких городках они строят большие магазины, большие торговые центры. И, конечно, они уже будут в Якутске, чуть-чуть постепенно будут открываться в Улусах. Возможно, не ближайшие 3 года, но через 5-10 лет они точно это сделают. При этом эти торговые сети работают очень эффективно. На 1 квадратный метр они продают в 3-5 раз больше, чем наши маленькие магазинчики. И у них один человек, один сотрудник переносит гораздо больше продаж, чем наши местные неэффективные магазинчики. Поэтому что будет? Тот же самый оборот 3 миллиарда в месяц уже будут успевать продавать в 3 раза меньше сотрудников в магазинах. Из-за этого будут сокращения работников. Там будут работать в основном только грузчики и кассиры. Почему так? Потому что топ-менеджмент, управление, маркетологи, финансисты, конечно же, будут находиться в Москве, а наши местные будут работать как грузчики и кассиры. При этом после этого пострадают и другие сферы деятельности. Это оптовые компании, производители
и сельхозпредприятия. Такие торговые сети заключают напрямую контракты с большими производителями, и там многомиллиардные обороты. Наши маленькие оптовики, конечно, им не интересно, они будут работать напрямую. Оптовики многие закроются. Также закроются производители, потому что им наши маленькие производители неэффективны, неинтересны. Они работают с большими производителями, где очень сильная эффективность, низкая стоимость и хорошее качество. А наши местные высокая стоимость и качество непонятное. При этом эти производители закупают сырье у местных сельхозпредприятий. Если торговые сети не будут покупать у оптовиков, у производителей, и, конечно же, потеряется очень много денег у сельхозпредприятий, потому что все деньги, большая часть, будут направляться в Центральную Россию. Поэтому пострадают все сферы деятельности, и освободится очень много рабочих мест, и многие люди останутся без работы. Конечно, это все очень сильно скажется на нашей экономике. При этом я считаю, что строительство моста – это все равно хорошо, это развитие. Конечно, многие люди останутся без работы, но в целом будет больше преимуществ, плюсов, потому что значительно ниже будут цены на продукты 20, 30, 40%, будет лучшее качество товара и сервиса, больше ассортимента, лучшие товары будут привозить из Центральной России. И вот смотрите, допустим, были затраты на продукты 3 миллиарда, у населения, когда цены будут ниже, экономия будет почти 1/3, условно, да, это 1 миллиард. Этот 1 миллиард пойдут на другие рынки. Допустим, рестораны, допустим, кафешки, допустим, турфирмы, на другие расходы. И желательно, чтобы нашим местным предпринимателям как-то к этому подготовиться и заранее перейти на другие рынки. И при этом таких изменений рынка будет очень много. Рынок очень сильно и быстро меняется. Особенно сейчас рынок меняется очень быстро из-за интернета, IT-технологий, мостов и так далее. Я решил дать много полезной информации, буду делать много таких полезных постов. И следите за моим инстаграмом, таких видео, постов будет еще больше. Будем готовиться к большим изменениям и будем работать эффективно.